Можете, конечно, сразу резко нырнуть направо, но вы пропустите 3 ворота. Смотрите, 3 покрышки. Это 3 ствола ворот. То есть их надо объехать кругом. То есть Как? круг надо сделать. Да, круг надо сделать. Как вы будете ехать? По часовой, против часовой. Это проблемы штурмана вашего, да, и ваша. Ну есть, но там еще один. Ты выходишь, Ну, я вот говорю, нет, вот так вот и на, ну, наверх. Там вообще какая-то. Мы сейчас проходим спринтерскую трассу пешком. Это такая традиция. Штурманы, пилоты должны пройти, прочувствовать всю трассу. Сегодня первый снег, достаточно прохладно. Второй снег, достаточно ветрено. Твое впечатление по трассе? Ой, ужас. Ужас. Не знаю, еще полпути только прошли, уже страшно. Глаза боятся, руки делают. О! Сюда вот, ну что, здесь вот полинки просто. Сюда квадрики на стандарт. Всем ходом. Внимательно смотрите. Потому что здесь вы еще пройдете, там дальше уже будет плохо. Глаза боятся, руки делают. С таким девизом ринулись первые участники спринта на 2 квадроциклах Yamaha Grizzly. Им предстояло пройти 2 круга с перестановкой после первого. Таким образом, оба участника оказываются в равных условиях и должны пройти одинаковое расстояние и столкнуться с равными трудностями и препятствиями. Настала очередь автомобилей. Не все автомобили дошли до этого завершающего внедорожный сезон 2015 года события. Но это никак не повлияло на накал борьбы и желание выиграть. Спортсмены прикладывали 200% своих возможностей и возможностей автомобиля. В спринте необходимо соблюдать тонкую грань между скоростью и опасностью поломки.
Этот характерный звук намекнул на неисправность в мосту автомобиля Suzuki Escudo. У тебя колесо одно не крутит? О, хрустит. А, ну сейчас красиво, да? Вообще якорем стоит. А вы якорь, кстати, потеряли. Где? Там. На втором круге он у вас вылетел. Но нет уже якоря. Трасса спринтовая, трасса какая-то несчастливая. Что-то нам на этой Та трассе. сторона, сейчас эта сторона. Нет, почему сломалась-то вот эта же сторона? А, в натуре, это же Та сторона. же самая? Да. Та же самая полось сломалась. Она, наверное, потому что ближе к редуктору. Нет, потому что водитель с этой стороны. К экипажу подъехала эвакуация, и, к сожалению, по спринту был записан незачет. Надо отдать должное экипажу в классе «Стандарт». Несмотря на то, что он был один в своем классе, спринт был пройден до конца. Как обещали ребята, на следующий год они планируют заявиться уже в классе «Спорт». Это называется автопати. Все, и ставь на место. Вода вытечет. Были подведены итоги по всем этапам ЕТЭК Трофи, и вот наступил день награждения победителей. Вручение наград прошло в уютном ретро-кафе. Первое место в группе «Пешие» занимает Абрамов Александр, Ладиев Вячеслав. Пешие обогнали квадроциклистов на 30 минут. Хоть и квадроциклисты говорят, что их подвозили. Но это не важно. Автостопом, но пешком. Не было такого, не подвозили вы нас. Держите. У тебя весной начинаются тренировки, да? От федерации мы тебе топливо нальем. Хорошо? Подойдешь? Это отдельно. В рюкзак. Да. Хорошо, договорились. Это наш конкурент, кстати говоря. Суперакция от Баяная. Делайте покупки в Баянай-центре от 5000 рублей и получайте шансы выиграть УАЗ «Охотник», сертификаты на МР, ВПО-208, бензопилы, мотобуры и другие призы. Официальный партнер акции — группа компаний «Колми». Будьте с Баянаем!